Света, что ты несешь? Бум-бум-бум, бам-бам-бам-бам. Кожен з нас нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сяргей і Віталь без прыкрас раскладуць усё для вас. Бам-ба-ба-ба-бам-бам, рам-ба-ба-ба-бам-бам, бам-ба-ба-ба-бам-бам, рам-бам-бам-бам-бам. Хтось па Еўропе, хтось у стрым, у пастах гром, у справах дым, хтось абяцае цэлы свет, а на выхадзе толькі блеф. Тут эксперты, там гуру, а там каментар на вятру. Кожны нібыта пры справе, а па факце шум у траве. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сяргей і Віталь без прыкрас раскладуць усё для вас. Калі хочаш быць у курсе без лапшы і без куліс, Сяргей, Віталя, Віталя і Сяргей у прамым эфіры разбяруць увесь гэты мікс. Бам-бам-бам-бам. Света, што ты нясеш? Света, что ты несешь? Добрий всім вечір, шановні глядачі. 26 красавіка сьогодні, і ми со спадаром Кондратенко на ваших суботніх екранах крышечку разогрелись мы с микрофонами и зараз почнем. Виталь, здорово, як у тебя справы? Как у меня справа сегодня работал. Вообще работаю, работается. Времени очень часто на эфиры нет. Но, тем не менее, как бы на наш с тобой эфир время находится. Нормально. Окей, Жив. окей. Пока не сдох от рады. Паважаныя сябры, напишите, калі ласка, як гук, каб мы былі ўпэўненыя, што ўсё чыкі-бабоні, 27 чалавек нас зараз глядзіць. Дзякуй, што вы с нами ў гэты вечар. Витанки, витанки, в Польше еще суббота. В Польше уже... нет, просто учора я ходил на палітычную акцию, тому мы перенесли эфир на сегодня. Напишите, сябры, як гук, калі ласачка, и мы Ну да, Сергей почнем. меня просто спросил вчера по поводу того, что типа давай перенесем, там акция, хочу сходить. Я говорю, окей, без проблем, давай перенесем. Никто не пишет. Ну, никто не пишет. 30 человек уже глядит. Ну что, тады почнем. Ну что робить? Что Начнем с робить? этого. Начнем мы с 26 40 год у гэтым годзе, як зараз я поставлю картинку, чтобы было ее видно. 40 год тому здарылася чарнобыльская трагедыя. Вось 86 год. Я тады хадзіў у школу. Тебе ввогуле, наверное, яшчэ не было на свеце, да, Виталь? Я родился как раз в этом году. В 86-м. Году, да. Вот. И уже году, когда Чернобыльская АЭС шахнула. Да, і столькі была шмат забруджана тэрыторыі Беларусі, Хойніцкі раён, Брагінскі, самыя такія жорстка пастрадалі, і
Менавіта з той пары з'явілася традыцыя, чарнобыльскі шлях. Вось людзі збіраліся і адзначалі памяць пра тых, хто пацярпеў, пра ліквідатараў гэтай трагедыі. Ну, гэта такая насамрэч боль беларускага народа, шмат пакутуючага і не то што помнік, а памяць такой вось савецкай безгаспадарнасці чыноўнікаў і тое, што яны хавалі праўду ад людзей. Ось, ну і што? Сёння былыя чыноўнікі, нонешнія лідары дымсілаў працуюць таксама на гэтай ніве, на ніве памяці, зарабляюць сабе палітычныя балы і робяць з гэтай болі і памяці палітычную дэкарацыю. Інфарматары ад Ціханаўскай на яе канале заявілі, што сёння ў Варшаве была акцыя, прысвечаная гэтай падзеі, на якой было 100 чалавек. Ось. Ну, фоткі я вам не буду зараз паказваць, таму што ну, не бачна, што там была М, сотня, там Интересно, Што? интересно другое, почему-то на фотографиях мы 100 человек даже и в помине не видим. Не, там были фотки, но там крупным планом Латушка, крупным планом Франак Вечорка с Бруханом, подельница Коновалова или як яе Коршуна, которая там, ну, Мгм. карацей, усе прыофісныя актывісты, там яшчэ было некалькі чалавек, ну там сотні ніяк не было, таму што ты ж ведаеш, яны работаюць у стыле таго рэжыма, супраць которага змагаюцца. Вось там, дзе шмат народу, обязательно подсветілі. Вот, ну, выступіў Франак Вінцукавіч, сваліў усё дакупы, ядзерку, Чарнобыль, страту незалежнасці Беларусі, увагу ўсяго света, вось што ён сказаў. Сёння мы ўшаноўваем ахвяраў Чарнобыля, усіх ахвяраў рэжыму Лукашэнкі. У выніку дзеянняў рэжыму Беларусь апынулася перад пагрозай стратай незалежнасці на тэрыторыі краіны. Ну, бачыце, то бок чарнобыльскі шлях, а тут ўсё. І панеслась там. Сёння прагучала шмат заяваў салідарнасці ад міжнароднай супольнасці, палітыкі, чыноўнікаў. Я рады, што чарнобыльскія акцыі аб'ядноўваюць і грамадскія арганізацыі, і палітыкаў, і дзеячоў культуры, і дыяспаральныя ініцыятывы. Гэта агульная бяда, якая ўсіх яднае. Ну, я не ведаю, каго яна яднае там і хто там Подожди, прадстаўляў. подожди, Сергей, извини, что я тебя перебиваю. Меня очень сильно зацепила одна фраза. То есть он к чернобыльскому шляху, по сути, приплел Лукашенко. У него что, Лукашенко и в Чернобыле виноват? Нет, он просто это іх палітычная акцыя, то бок Ну, яны они, выкарыстоўваюць ну, людзей я як понимаю, что дэкарацыю. политическая акция, они собрались по поводу Чернобыльского шляха. То есть само по себе Чернобыльская трагедия, ну, она произошла в 1986 году. Но а что сюда Лукашенко приплетали, я вообще не понял. Ну, то есть они собрались по одной теме и сделали закид в другую тему, которая не связана никак вообще. Ну, Ну, конечно. но он Ка явно не связан с Чернобыльской АЭС. Ну, так я ж і сказаў, што што накідала ўсё ў кушу, вось, і Да. выкарыстоўваюць гэты празднік кажу, для них гэта празднік, наверное, я не ведаю. А гэтую дату выкарыстоўваюць у сваіх цэлях. Вось. Знаеш, што прыкольна, што Франак і кампанія гэта выходзяць з плакатамі супраць ядзернай небяспекі ў Варшаве, то бок у той краіне, якая сама рыхтуецца будаваць, аб гэтым зараз шмат пішуць, сваю першую АЭС, вось, і абмяркоўвае ўдзел у ядзерным стрымліванні НАТО, то бок яны не супраць, каб размясцілі тут ракеты ядзерныя на тэрыторыі Польшы. Я не кажу, што гэта адно і тое ж. АЭС і ядзерная зброя это розныя рэчы. Але калі казаць і запытвацца пра прынцыпы, ну,
то у франыкаў і у латушак. Вы супраць ядзернай небяспекі як такой, ці толькі супраць той ядзернай бяспекі, якую зручна выкарыстоўваць на сваім палітычным піяры? И это ж не только было ў Я Варшаве. тебе могу сказать, что Тихановская там тоже сказала из рубрики, ну, точнее, Объединенный переходной кабинет выступил, с пропановой того, чтобы, короче, ядерное российское оружие вывезли с территории Беларуси. У меня сразу же возник вопрос очень большой. Самые известные разведки мира, типа Ми-6 и так далее и тому подобное, до сих пор не смогли подтвердить наличие самого ядерного оружия на территории Республики Беларусь. То есть его, по сути, нет. Но офис Светланы Тихановской, а именно переходной кабинет, делает заявление с уверенностью, что оно там есть. То есть разведки не нашли, а офис нашел, да, насколько я понимаю. Ну, гэта было яшчэ Правильно? і не толькі ў Варшаве, у Вільні таксама была там акцыя. Не, ну канешне, то, што людзі выходзяць адзначыць агульную бяду, агульную памяць о тых падзеях, гэта добра. Вось, но там же зноў кадры. Наш любімы Дзяніс Кучынскі, вось, Кучука там таксама уклеілі. Вось, то бок тут паказваюць зноўку ўсім, тут усе нашы людзі, нашыя структуры. Вось, мы тут робім прабег, марафон, вось, забег, велопробег, мітынг. Ось, ну, блин, ну все как было там, где я сидел у турме. Вось. И Вообще, честно подсвечник. говоря, я сегодня написал статью по этому поводу, ну, точнее, она длиннопост, да, то есть, потому что он был у меня на 3 разбит, да, на 3 поста. И вот как раз в эпилоге я написал, что короткий счет. За последние 6 лет, с 25 апреля 2021 года, короче, медиа, аффилированные с офисом Светланы Тихановской, использовали чернобыльскую тему для политических выступлений 16 раз. Госпропаганда хунты Лукашенко нелегитимного 24 раза. Сегодня эту статистику добавится еще, ну, добавилось вообще еще несколько заявлений. Но а что толку, особенно в отсутствии каких-либо положительных результатов для белорусов на этих территориях? Что они заявляют, это все пустое. Это цитата из моей сегодня написанной статьи по этому поводу. Ну, фактически, что бы они ни заявляли, а, ни со стороны Лукашенко, ни со стороны офиса Светланы Тихановской борьбы либо улучшения с этим не идет совершенно никак. С последствиями. Повесил тебе я микрофончик. Так, ну что, прощаемся тогда с товарищем Винцуковичем. Франик, Мгм. да, побачення. Ты сегодня отыграл у наших новинах, у нашем инфошуме. Так, ну каліка, о, видишь, желтая сразу, это кто? Василина пришла. Василина, дякую за донат. Василий, Лос-Анджелес на сувязи. Так, там, сейчас, секу. Я чат, наверное, пока что приберу. Америка по большей части что-то смотрит, да? Ну да, там и березовый рай. Так, ну, сябры, наконт учорашняга пераноса праграмы, то, што мы учора з Віталём не выйшлі, я зараз распавяду, дзе я учора быў. 100 чалавек, да, типа масоўка. Вось працягваю гэтую тэму. Вроцлаў, выбары УКР. Выпадкова дазнаюсь, што реально выпадкова, што ва Ўроцлаў едзе, значыць, лідар спісу ваш выбар Андрэй Колас. Ну, вы ж самі бачыце, як у апошні час паўсюду на ўсіх гэтых белсатах, еўрарадыёх, у міліцэйскім блоге Кабанова все эту тэму крутять, дебаты, ну хуля. Да? Надо ж хотя бы раз у 2 гады напяцца,
каб паказаць, што нейкая праца ідзе, чтоб какие-нибудь подкинули ресурсики, да, нагадаць, што гэта типа протапарламент. Вось, каб на гэтым згуляць, пасэ, шмасэ. Ну, а вось учора я паказаў на канале Рэалпалітык. Прыязджает Андрэй Колас. Дарэчы, былы ідэолаг, як ён сам сказаў у сваім выступе. Вось. Я не ведаю, колькі беларусаў жыве ў гэтым горадзе, горад вялікі, але на сустрэчу да яго прыйшло толькі 3 чалавека. Ну, выключаючы мяне і майго сябра. Мы там рабілі стрым. Вось. Чалавек, які адчыніў дзверы ў пакойчык у маленькі, куды мы ўвайшлі. Ну, там, если сели б там, ну, чалавек 10, калі б там прыйшло, был бы аншлаг, вось, маленькі. Але нагнаў там была і яшчэ адзін чалавек. Всё. То бок вы зразумееце, што я не хачу прынізіць аўтарытэт Андрэя Коласа. Не. Вось. Но на гэтым прыкладзе добра бачна, наколькі беларусам цікавыя гэтыя выбары, гэтая каардынацыйная рада. Вось. І Андрэй яшчэ сказаў, што учора прыязджаў Латушка, у яго было 8 чалавек. Типа, што у него еще как бы не дрэнна. Ось. Зараз я вам пакажу, як Андрэй бліскуча адказаў на пытанне, которое я ему задаў наконт механізмаў, якімі ён, значыцца, будзе уплываць на координацыйную раду, каб яна павярнулася лицом, тварам да беларусаў. Увага на экран. Я вам скажу, вы не ведаеце, хто за мной стаіць, і вы не ведаеце, якія ў мяне ёсць грошы, і не ведаеце, якія сувязі. І я зараз не магу на гэта пытанне адказваць. Вы ўбачыце гэта на працягу 99 дзён. Пачакайце. Што мне зараз тут всему Петрухіну тут парасказваць, што я буду рабіць? Я бачу, што робіцца бардак. Я іду яго вырашаць. Вот так. Віталь, ты чуў, што ён казаў? Я не чую, что он кажа, когда ты включаешь видео, но я смотрел у тебя на канале, и я все помню, что он там говорил. И вообще, честно говоря, ты хотя бы бэкграунд его чуть-чуть колупал, нет? Ну, честно говоря, как-то я ж тоже работаю, Виталик. Я ж тоже работаю. Ты что, Ну, думаешь, у меня хорошо. хватает часу? Мне хватило узнать только то, что он идеолог. И для этого, ну, то есть для того, чтобы дальше закрыть тему по этому человеку. Не, он казаў, Понимаешь? што ён там нейкі настаўнік, настаўнічал там. Там Идеолог, да. То есть он наставник, не наставник, он идеолог. Вот и все. идеолог. Дальше можно ничего не говорить по этому поводу. Не, ну мне просто вот прикольно, он же сказал, типа, ты не знаешь, кто за мной стоит, колькі у меня гроша, а мне просто так стало цікава, так мы и хотим у тебя гэта даведацца. Я могу предположить, кто за ним стоит при учете его риторики. Вот и все. Ну, Но предположи. точно я не знаю. Я тебе могу одно сказать. Рванули они туда, потому что за выборы заплатили деньги. Причем еще, я даже могу, мне разрешили сказать, какая, ну, то есть тот человек, который мне слил эту информацию, он мне даже разрешил направление сказать этих денег. Да? То есть направление денег — это американская очень известная организация, которая выделила им деньги. Вот. Вопрос не в этом. Ну, то есть USA это, конечно, прикрыли, а там еще одно есть. Я могу спросить точное название, ну, не суть важно. То есть прикол в том, что они все туда поскакали. В этот же момент начали появляться определенные партии, которые и определенные личности, которые начали нести очень интересные вещи. Вспомни, что там один, который с Усером жил, ну, вот помнишь мужика, который умер, да, с Беларуси пытался пройти в Координационный совет, да, то есть Ну-ну-ну, Анатолий. вот такие вот, да, вот такие вот черти появляются, да, то есть ты смотришь на все это, особенно то, что они несут, особенно после того, как ты сам прошел, вот ты, Сергей, сам прошел вот это вот внутри, да, что здесь что-то поменять нереально. И ты понимаешь, что их всех отправили только для одного, для того, чтобы устроить в очередной раз явку.
То есть в скором времени мы, скорее всего, дармоед увидим, живоглот. Вот. Извиняюсь, у нее фамилия все-таки не Драмоед, а Живоглот. Она в бывшем Жилочкину, да, потому что каждый раз, когда надо устроить явку, ам, ну, ее постоянно достают. И что мы еще увидим? Ну, мы уже увидели а, главой комиссии несменную нашу а, Ермошину, да, то есть это в виде, как же эту женщину светлую зовут, типа расследовательницу. Ну это Алена в Швейцарии живет, да? Да, Лен. А? Которая там хаяла гэтую координацыйную раду ў Лукашука, а потом такая: ну надо ж подзарабіць пайсці Да, грошаў, то пойду яшчэ раз скажу, узначалю да. камісію гэтую. Вось, я То есть памятаю, хороший мы был опять, эфир. да, то есть мы видим опять в очередной раз, то есть ту же самую схему, да, то есть того, что одни и те же люди, в комиссиях одни и те же люди, и это говорит только об одном, о том, что ну, наша, скажем так, наша вот эта вот а, псевдооппозиция создала то же самое, что создал Лукашенко. То есть вот эта вот Алена, да, то есть она стала той же самой Приходько. Лидией Ермошиной. Приходько, да. Вот, Приходько, точно. Она стала той же самой Лидией Ермошиной, да, которая сейчас в это, как его, в прошлый раз сказала: ай-яй-яй, там было очень много нарушений, и в этот раз, я опять снова пойду. И это выглядит очень смешно. А учитывая ее связь с Карпекой и со всеми остальными псевдорасследователями, она сама вместе с ними находится в одной и той же организации, то что можно от нее ожидать? То есть это женщина, которая, грубо говоря, просто двуличная, лжет в лицо и так далее и тому подобное. То есть, ну, реально, если ты сказала, что тебе не нравится, что там были нарушения и все остальное, что ты во второй раз прешься туда? Но Ну, это минимум как-то, ну, Виталик, смешно а выглядит. как ты хочешь? Ну, у нее ж там как бы семья тоже. Ну, тоже ж надо понимать. Муж там, хоть О, какую-то да, копеечку в плюме начинается. принесет, ага. Это как под нашим фильмом с Вячеславом Сикорой. Некоторые люди пишут: ну вы же ж не понимаете, у Тихановской же ж были дети, и вот она это сделала, там предала белорусов родить детей. Я говорю: и что? Вы Значит, делаете выбор. Идя в политику, вы делаете выбор. Если для вас, ну, то есть ваше благосостояние, ваша там семья и так далее и тому подобное дороже, тогда не идите в политику. ну, не Ну, то есть ведаю. политик должен что делать? Он должен преследовать интересы народа, а не своего кармана. Если политик преследует интересы своего кармана, то этот политик становится просто коррупционером. Естественно, извини, Сереж, но голосуй, не голосуй, все равно получишь латушка, да? Это тема такая, то есть интересно в этом плане. То есть человек идет, он предает, ну, там, белорусский народ и так далее и тому подобное, который, ну, в прошлый раз уже показал свое отношение к Координационному совету в количестве 6 тысяч человек из 9 миллионов проголосовавших, да? Ну И да, это да, это как его, то есть она является никем иным, как просто, ну, вот таким же лукашистом, как Лукашенко, который, сколько бы за него ни проголосовало, 80% напишет. да ладно, а В что ты на прошлый нее раз Приходько наезжаешь? кричала нам, что... в прошлый раз Приходько нам кричала, что они сделают прозрачную систему подсчета голосов, и прозрачную систему подсчета голосов никто не увидел. Как назвать человека, который обещал это сделать, но не сделал? Ну, для меня, кроме как балабол, брехло, брехун, лжец, я не Да могу никак ладно, назвать. слабая Вот женщина, что ты Приходько. там? Что ты? А при чем здесь? Не. Как деньги за свои вот эти вот какие-то вещи получается, бегать вот за этим всем делом, писать какие-то псевдорасследования за баблишко вместе с своими подельниками, так она первая. А потом чуть что так слабая женщина. Послушай, Сереж,
политике нет женщин, и вот Да они я же ж там за прикололся. Чё ты к ней гендерное прицепился? Да, равенство. слушай, да понятно, что а, она вообще, блин, ну понятно, кто она. Зачем ты Ну так много подожди, ей... ну они же Давай там лучше все за нашим... гендерное равенство, за все остальное. Ну так если они за гендерное равенство, то, извини, тогда мы убираем. Она же женщина, у нее же есть дети, и так далее и тому подобное. Это уже получается какой-то сексизм. То есть, что она же женщина, это уже сексизм. Извини, Ладно, это все, факт. ну ее нафиг. С Приходькой понятно. Я просто думал, что она как бы такая более-менее, но там я смотрю, что более-менее, там, кто там более-менее, когда есть гроши. Ну, так, выглядає нормально, короче. М, Давай почитаем Очередная чат. продажная какая-то непонятная особа, которой просто деньги интересуют, и кроме денег ничего больше. Ну, при чем тут просто где она заработает? Ну, ладно. Это мы с тобой Ну, нормальные, пускай на панель идет, умные парни зарабатывает. Но работаем в еще раз, доставке но в на политике, шиномонтаже. если человек Ну, идет в политику, то политик должен преследовать так она же интересы не народа, а политик. не своего Она кошелька. просто технический персонаж. Здрасте, здрасте, здрасте. Это как его... То есть ты хочешь сказать, что Ермошина в Беларуси не политик Нет, была, конечно. да? Нет. Ну да, это исполняющий орган вообще был, блин, понимаешь, еще Нет. выше. Я не згодна. Да. Да М. ладно, проехали. Все, забыли про нее. Давай почитаем чат. Вот, привитание, всем привитание. Вечерка при любом событии пытается напомнить о себе и своей нужности. Так, привет, Лос-Анджелес. Вчерашний персонаж — это трэш какой-то. Привитание, привитание. У Латушка аншлаг. Как его подорвало, на это можно смотреть вечно. Вот да, Андрей, блин. Если бы мы знали, но мы же не знаем. Так, а колькі ты, Сергей, хацеў, каб да коласа прыйшлі? Усё звязанае з КР у Беларусі 100% крыміналка, нават сваякам, наколькі я разумею. Я вообще ніколькі не хацеў, вообще ніколькі не хацеў. Я просто зафіксаваў, ну, заінтарэсаванасць людзей. Вось, прыехаў чалавек, да которага прыйшло тры чалавека. Ну, крутой чувак, за ним люди стоят, наверное, спецслужбы. Так, на канале КР то же самое, мало просмотров у них. Кстати, у них же было, твой этот приятель Беспалов делал отчет. Ладно, я тебя просто разбудил немножко. Вот, он, короче, там, у нас 3 миллиона просмотров, мы там во всех соцсетях. Ну, я такой думаю, ну, ну, может, там и есть 3 миллиона просмотров, если авансом там на 10 лет вперед. Там же у них эти стримы смотрело по сколько там, по 40 человек. Вот. Ну ладно, стримы... Да нет, это как его... Нас смотрит 27 человек. Тихановская, тысяч? Нет, нас смотрит Да, 27 человек. Я помню это, да. да, да, Но. да. Мгм. А на что Нет, так они заморочился? могут проплатить рекламой, и оно будет большое количество. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что качество... Вот во время самого стрима видно, вот тебя смотрит сейчас 97 человек, да, то есть их смотрело 27 человек. Вот ты считаешь, что вот тебя сейчас смотрит в 3 раза больше, чем их смотрело. Вот. Во Что время заморочвацца, заседания всего с КС. Ну. калі тэма небяспечная, лепш увогуле не кранацца, і правільна робяць, бо лупа абяцаў нават маёмасць аднімаць у Беларусі. Я цалкам згодны, но тады іншае пытанне, а навошта тады яны все кажуць галасуйце? Ну, навошта яны падцягваюць людзей да галасавання, увесь час кажуць, што гэта Ментам нужны бяспечна, квартиры. вот, што Ментам нужны да, квартиры. Ну, люди вот, проголосуют, квартиры отберут, ментам нужны квартиры. Ну, што что ты што до ну, сих пор не понял, но... нет, я просто, ну, размаўляю з гледачом. Вось і ўсё. А Ну, навошта так тады? все очень просто. Ментам нужны квартиры. Люди придут голосовать, потом списки сольются, у людей заберут квартиры, отдадут ментам. Все. Учора сябар Ментам Пятрухіна нужны хаты. учора сябар Пятрухіна сказал прама: «Мне Беларусь, увогуле не сдалася». Ну да, ему не сдалася, как бы, ну, это не значит, что там, мне не сдалася ці што. Вось, я, дарэчы, скажу, што гэты чалавек, ён мой земляк, ён з Берасця, і я лічу сваім, я яго ведаў до турмы. Вось, я яму дапамагаў тады і вырашыў дапамагці сейчас. Вот он
живет у меня и как бы хочет в Польше перамагчы Дублін, ну калі ласка. А то, што ён думае, ён не хоча вяртацца там, да, і ну. Так, 38 человек. Так, ну что, сябры, тогда Не, он говорит, 38 человек Тихановскую смотрели, а 40 миллионов Беспалова. Да-да-да. Ну, правильно. Василина, она подметила хорошо. это американский юмор. Так, ну Ну, что, это тут, нормальный юмор, человеческий. сябры, на мінулым тыдні вельмі моцна адзначыўся мой любимы палітык берасцейскі, бывшы чыноўнік берасцейскай абоймы Артемій Брухан. Вось, наваліў столькі за гэты тыдзень. Ну, ты работаешь, ты не повестку не отсошиваешь. За год не разграбешь. Не, вот ты правильно сказал, навалил. Навалил, я и говорю. Сейчас я поставлю, что он навалил. Вот. Ось, послухайте, калі ласка, что прадстаўнік партхозактиву Латушка за свободу кажа, чаму за былых чыноўнікаў рэжыму, а зараз дэмакратаў варта галасаваць. Так, где мой любимый Артемий? Зараз, оп. Так, увага на экран. Чаму трэба прымаць удзел у выбарах у Коордынацыйную раду і чаму трэба галасаваць? Глядзіце, калі вы хочаце, каб у парламенцкіх дэлегацыях, каб у парламентах розных краін замест дэмакратычных палітыкаў, такіх як Павел Латушка, напрыклад, такіх як я, напрыклад, выступаў Гігін, Азаронак, там, я не ведаю, Ігар Тур, там, і Гайдукевіч паказваў штосьці, ну, тады можаце не галасаваць на выбарах у Коордынацыйную раду. Але калі вы хочаце, каб вашы інтарэсы адстойваліся, каб атрымліваць міжнародную ахову, калі вы звяртаецеся да гэта, каб ніхто не хлусіў, што ў Беларусі няма рэпрэсіяў, і у нас там дэмакратыя, як кажа Лукашенко зараз замежным партнёрам, ну, ведаеце, вось тады трэба галасаваць. Калі вам гэта не патрэбна, ну, можаце тады не галасаваць, але тады не злуйцеся, калі вас пачнуць выдаваць у Менск. Ну, смешна чуць, калі ён кажа такіх дэмакратаў, как Пал Палыч, Латушка, такіх дэмакратаў, как ён сам. Ну, дарэчы, это вельмі смешна слышаць. Ну, Сереж, ну демократия по-лукашистски. А вот что ты хочешь от людей, которые отработали, допустим, Латушка с 1995 года отработал на режим Лукашенко, чтобы он от режима Лукашенко не вынес все самое хреновое? Но он же вынес все самое хреновое из него. Брухан тоже работник режима и так далее и тому подобное. Это все режимные ребята, которые сейчас на данный момент дорвались до там парламента и до евро там всяких пассе, паре и всякой другой ерунды. Но самое интересное, что это громко звучит, а толку в этом никакого. Потому что я уже 1000 раз, ну, то есть говорил, что для того, чтобы что-то решалось в странах, необходимо разговаривать с их правительством. Все вот эти вот пассы, пары имеют только рекомендательный характер, они не имеют законодательный характер. Для того, чтобы что-то решалось, необходимо общаться с законодательной властью. Банальный пример. Сейчас в Польше ввели очередной закон, которому, по сути, нельзя человеку даже 2 административных протокола иметь в течение 2 лет. Не-не, Можно сорян, попасть я тебя просто... поправлю, Ну. поправлю. Это только проект закона, его не ввели, я про него проколбасился. ну хорошо, значит, его сейчас пытаются ввести. Да, но не ввели. Вот, но его могут ввести, да? И, грубо говоря, если у тебя 2 административки, допустим, едешь по дороге, не включил фары, это уже 1 административка. За там просто, грубо говоря, там, не знаю, задумался и вступил на пешеходный переход, 2 административка. То тебя могут прямо с твоими документами беженца, на белорусскую границу. И вот такие вот вещи, они должны как бы решаться до
того, как они вообще появляются, да, то есть как только о них кто-то подумал, это уже должно решаться так, чтобы такое не ввели, потому что это может привести к тому, что человека выпрут со страны, человек потом в Беларуси еще на 20 лет сядет. Простите. И вот для того, чтобы вот это все общалось, ну, то есть для того, чтобы все это делалось, необходимо общаться с законодательной властью. И вот это вот порыв, пассе и так далее и тому подобное, они, так как не являются законодательной властью, они бессмысленны. Вот это реальность. Не, ну я с тобой згодны. Вот этот вот я заставочку вывел, что до 10 лет хотят они, это партия ПИС, хотят увеличить термин, как стать громадянином, и хотят, чтобы за две адміністративки чалавека можна было, я маю пад увагай беларусаў у тым ліку, выслаць з краіны, і нават калі ты будзеш гэта абскарджваць, гэта не будзе уходить у тэрмін, просто дэпартуюць, як бы вось і ўсё. Ну я скажу, што я спадзяюся, што гэтага не будзе, што Польша гэтага не зробіць. Я также, сябры, шчыра вам скажу, што для мяне, вяртаемся до выступа Артема, который я адмыслова взял сюды, потому что это ну рэальны хіт. Вось у меня няма прынцыповай вялікай розніцы там паміж, напрыклад, Азаронкам, Гігіным, Турам і тымі былымі чыноўнікамі, якія сёння называюць себя дэмакратычнымі палітыкамі, да, потому что і там адна школа, і яны ў той школе былі, да. Ну вось это вешаць ярлыкі, прапаганда, вертыкаль улады, вось, дзеліць людзей на сваіх і не сваіх, што выдатна робяць яны. Вось, і я скажу, што Лукашенко, так, ён как бы сумленне іх. Ён там не прыкідваецца дэмакратам. Ён кажа, я дыктатар. Вось, я трымаюся за ўладу сінімі пальцамі. Он адкрыта называе ворагаў ворагамі. Вось. А гэтыя людзі прыходзяць пад шыльдай дэмакратыі, новай Беларусі, прадстаўніцтва беларусаў, да, і выкарыстоўваюць любыя метады для дасягнення сваіх цэлей. Вось. І я, напрыклад, не баюся азаронка у еўрапейскім парламенце больш, чым баюся вось чыноўнікаў Лукашэнкі, якія пераабуліся ў дэмакратаў. Ну, шчыра. А зараз тут будуюць сваю гавань, сваю такую вертыкаль. Вось. Так што вось так. Вертикаль, она у них уже давно побудовалась, але ж, ну, неўзабаве праз некаторы час яна разбурыцца, потому что у іх няма самого галоўнага, у них няма падтрымкі беларусаў, аніяк у Беларусі, аніяк за рэбры. Ну, я думаю, што калі ўсё ж такі нешта памяняецца пры дапамозе там ну, нейкіх сіл, якія там вырашаюць геапалітыку, то з імі ніхто Змены размаўляць будуць. не будзе. Ні Змены будуць. А? Змены будуць. Змены будуць. Ну, Ну, змены, праз слушай, год, так змены, так праз все год. так говорят, что змены будут, змены будут. М, Вось. А лукашизм, Не, Сергей, лукашизм, Сергей, змены будуць. Ну, праз год мы даже не пачуем нічога пра офіс Светланы Ціхановскай, гэта 100%, а праз ну, некалькі год і Лукашенко сыдзе. А сыдзе ён не таму, што сам хоча гэта. Ну, ён хоча, яго мара дасядзець, утрымацца на гэтым троне да таго моманту, калі Коля не вырасце. Есть такой анекдот: даколе ты будзеш правіць, даколе, да? доколе, да. Вот. Вот. Але ж яму гэту мару ніхто не дасць здзейсніць. Яго, понимаешь, здесь самое страшное в том, что его, скорее всего, уберут именно россияне, еще и россияне поставят еще более пророссийского, чем сам Лукашенко. Вот. То есть Лукашенко, он подонок, страшен и так далее и тому подобное. Но вот здесь есть
один момент. Он держится за власть, именно власть. Поэтому он де юре до сих пор Беларусь не отдал в Россию. Хотя де-факто она уже давно под интервенцией находится. Понимаешь? Не, ну слушай, ну сказать, что голосуйте за нас, за меня с Латушкой, или вас будут в Минск возвращать, блин, это вообще капец. Это насколько нужно быть охеревшим? Ну, я просто... Все правильно он сказал. Дело в том, что если Лукашенко завтра уйдет, их практически 90% тех людей, которые уехали, послезавтра вернут в Минск. Понимаешь? Почему? Я тебе уже говорил во время одного из наших эфиров, я общался с человеком, ну, вот из Белсата, да, который мне дал понять, что они не хотят бороться с Лукашенко. Не хотят. Я и спросил, почему. Он говорит, ну, ты понимаешь, мы еще здесь не прожили минимальный термин для того, чтобы получить паспорта. Все. А если Лукашенко завтра уйдет, нам придется возвращаться в Беларусь. Вот что они мне сказали. Ну, короче, сябры, я вот сегодня из-за вот того, что Ну делал что ж, программу, извини, что перебью. Так что Брухан, он был, в принципе, прав. Если за это, как его, за них проголосуют, то Лукашенко 100% останется, им не придется возвращаться в Беларусь. ну, я просто сегодня доведался, что, оказывается, я мог уже подать на на польское громадянство, когда только атрымаў паспорт, в смысле вот этот вот карту побыта и паспорт женевский. Уже тогда я мог податься. Я гэтага не ведаў. Ну, в принципе, у меня и мэты такой нет, ведаешь, подаваться, но с такой рэвалюцыяй, можа быць, і варта гэта зрабіць, понимаешь? Ну, просто чтобы было польское громадянство. Я ж все равно уже больше в координацыйную раду не пойду. Вось, а если я тут буду в Польше жить, я ж все равно больше, чем могу прожить больше, чем 5 лет, правильно? Зараз выучуся на кіроўцу, буду дальнобоем Софиком, понял? Нет, дальнобоем Софиком я не буду, конечно, но буду что-нибудь возить там по бедронкам, да, или почту какую-нибудь. Нормуль. Вось, а ты в курсе вообще? Так, давай посмотрим, что там на наших. Так, Дякуй за донат. Березовый рай. О, много написали. Написали много или не очень много. Вообще, дай я одну тему толкану, а потом будешь читать, Давай, хорошо? конечно, толкани, Вот. братуха. Вообще, мне очень сильно понравилось на канале провластных, там, вот это вот Пул Первого, там, и так далее, и тому подобное, и офисе Светланы Тихановской практически синхронно вышли новости про то, как и Тихановская, и Лукашенко участвовали в субботниках, да, то есть вот, в Беларуси нам показали там, как Лукашенко, грубо говоря, вместе с, как они утверждали, 2,3 миллиона человек вышли на республиканский субботник, да, и в этот же момент Тихановская параллельно публикует историю из Вильнюса. То есть та же самая идея, типа, убрать территорию, сделать что-то полезное, то есть экологическая акция там прошла Месдаром, как так называлась. И я смотрю на это, и они даже ничего нового придумать не могут. Они просто копируют друг друга. А режим и Тихановская, они просто копируют друг друга. Это уже Это, реально видишь, як до смешного доходит. плоть от А? плоти. Плоть от плоти. Плоть от плоти. Ну, я ж кажу, что это все один продукт. Ты скончыў, аміго? А, Пачытаем. А навошта Света ў 20-м заклікала на вуліцы, калі сама не ведала на што? Усе чамусьці казалі, што дастаткова выйсці, а там усё само неяк атрымаецца. Я не ведаю на што. Ну, я на вуліцах тады не быў, но такое настроение было эйфарычнае, я вам скажу. Вот я был за кратамі, но такое было паветра ў цюрагі. Угу-гу-гу. Свабоднае, свабоднае. Вось. А што яна рабіла, я не ведаю. Это зараз
калі адседзеў там і калі ўсё гэта бачыш і думаеш, а чаму і там чытаеш, даведваешся, вось смотрыш нормальных блогераў, да, читаешь. Кстати, сябры, подписывайтесь на канал Вируса Віталя Кондратенка. Вельмі шмат информации, просто кладезь. Я думаю, что, может, потом по этой информации будут ого-го-го-го, якія справы. Ну, там, ну, реально, там вельмі шмат фактуры. И я подзякував тебе за такую працу велізарную, якую ты зрабіў. А не, уже как-то выглядае, как будто мы друг другу там типа Да облизываем. сейчас я Это намного... полная... Нет, Нет, мне сейчас это не я нравится. Это фигня. в Все, не будем облизывать действительности, друг друга. Не, я тебе просто скажу так, что сейчас в действительности намного меньше, чем раньше было. Но тем не менее на канале там по поиску очень много, Ну, у тебя что много не можно спроси, ты мне посмотреть. все присылаешь. И вот я даже как бы там бывает ленюсь искать, что не спроси, ты постоянно фактура есть. И ты за секунду ее находишь как бы. Вот, я там Потому это... что, потому что вот в этом-то весь парадокс. Все статьи писал я сам, поэтому я помню, где они находятся. Ты знаешь, что там байполы, шмолы, тот же самый Жигарь, они постоянно бегали и кричали, что у вируса там несколько человек работает и так далее и тому подобное. До них никогда не доходило, что все статьи писал я сам. Поэтому, когда у меня спрашивают какую-то информацию с моего канала, я помню, где и когда я ее писал. Поэтому я тебе так быстро ее и нахожу. Потому что я помню, где и когда. И иногда я просто помню ключевые слова, которые я писал. И я сразу же по поиску свои ключевые слова вбиваю и сразу же нахожу нужную тебе информацию. Можно я отойду от повестки? Появилась возможность сказать спасибо огромное Виталю и Вячеславу Сикоре за чудесный фильм «Как нас предали». Откликалось все. Васіліна Аксана падтрымлівае, раю да прагляду. Я насамрэч таксама раю да прагляду гэты фільм, абавязкова глядзець. Там з усімі ягонымі плюсамі, мінусамі, магчыма, там ёсць. Мне вельмі спадабаўся. Вось мінусаў я там не знайшоў, такіх, чтоб там сказаць. Все зашло Сам текст отлично. этого фильма мной был написан в 2021 году, но выложен был в 13 постах. И до сих пор, ну, то есть, как бы, просто в свое время, когда я Вячеславу Сикору показал эти посты, он сказал, что это достойно фильма. И вся информация там проверена и перепроверена. Кстати, заметьте интересную штуку. Если вы зайдете в комментарии под этот фильм, вы не найдете того, чтобы кто-то там спорил объективно. Есть там обвинение, что вы там раскалываете протест, вы там КГБшник, либо еще что-то, но объективно нету ни одного комментария, чтобы кто-то что-то написал, что вот вы здесь неправы, и предоставил хотя бы какой-то контраргумент. Такого там нет. Только боты закидывали говном часть частично, и все. А такого, чтобы найти либо словить на какой-то лжи, никто не смог. Как они не пытались. Пытались Ну и и, нехорошо. ну и коль мы заговорили о Сикоре, посмотрите его канал, у него много фильмов, «Россия», ось якія прысвечаны вайне, нападу России на Украину. Паглядзіце, ён творчы чалавек, калі не памыляюся, і актор, і рэжысёр. Вось. Так што, ну, варта паглядзець, раз мы ўжо пра яго узгадалі. Так, і наступны камент вельмі добра заходзіць пра Коршуна, пішет Давидсон, Харлей Давидсон. Брухан на Коршунова сказал штосьці кшталту деструктивный элемент по-большевицку. Так, ну Не что, по-большевицку, это менты так в это, как его, выражаются на людей, которые, ну, грубо говоря, им не нравится деструктивный элемент. Кстати, вот этой вот фразой он, можно сказать, спалился. Спалился, что, скорее всего, он где-то там с кем-то связан, потому что не, м, ну, эта скорее фраза всего, это перед... вылетает. Это, эта фраза просто так не вылетает. Вот, допустим,
Понимаешь, я как даже просто выросший в семье военного, да, я могу сказать, что некоторые вещи я иногда за собой ловил, ну, от того, что я слышал с детства от отца, да. И если человек находится в какой-либо сфере, у него иногда вылетают вот такие фразы. И когда человек, который а, типа просто как какой-то там политик говорит, деструктивный элемент, чисто мусорскую фразу, такую мусорскую, гаденькую фразу, это уже говорит о том, что где-то в подсознании эта фраза, это как его, где-то он ее очень часто потреблял, и она у него просто вырвалась. Да он чинуша. У Тихановской кавуны будзе кидать брухом. Про вируса мне белорусы из Чикаго сказали, что он есть. Фильм хороший, «Березовый рай». Максим Знак сказал, мы хотели по закону, но по закону не получилось. Слухайте, я вось глядел интервью с Максимом Знаком, я ж с ним сидел на одной зоне. Вось, ну как-то, ну, что-то я не досмотрел. Как-то так не зашло мне. Вот. Максим Знак там много чего наговорил. Особенно мне понравилось из рубрики «Мы знали, что ничего не получится, да, но мы знали, что за нами следят, поэтому все делали по закону», да, что-то типа этого. Ну, я табе скажу і Поэтому все скажу вам сливали просто усім так. Ну, спадарства, што сидзеў ён вельмі годна. Сидзеў ён увесь час амаль закрытым, вось, заўсёды улыбаўся, такі улыбчивый, я его запомнил, он всегда улыбался, такая у него усмешка хорошая, подымал, карацей, боевой дух. Но ходил он по зоне не шмат, его прикрывали, и все, и он как посадили его там на этот, ну, у турме, так ён там і сядзеў. Але вернемся да каментара спадара Гарі Давідсона. Справа ў тым, што я па яму зрабіў матэрыял, таму што, ну, ведаеце, сказаць, што я там абураны бруханом, ну, блин, ну, мы людзі з разных міроў, да. Ён чыноўнік, і то, што ён там типа, для меня просто дзіўна, што ён на чале э, белорусских дым-сил, Слатушка. Вот для меня это дивно. Для меня дивные шмат людей, все эти Карауловы, Прокопчики, откуда они взялись, Манько. Блядь, вообще непонятно. Ну, понимаете, то есть здесь никогда не было это Мамаева и Мамонтова, это кто-то Мацкевич, который адвокат, этот Миша, этот смешной, который в Мельникову был влюблен, как его, Миша, ну ты понял, да, юрист с м, Латушкинской этой бригады. Откуда они взялись? Вообще непонятно, кто они там были и кто они их вынесло на этой вот, как пена, знаете, вот с океана вынесла ее на берег, она такая, оба, она опустила корешки, оказалось, начала ходить, вот, и опа, оказалось, главнее всех там, понимаете? Вот, и, короче, э, такая показальная ситуація, да? Цікавая, не цікавая, не знаю. Былы чыноўнік, брухан, чалавек сістэмы Лукашенко под крылом другога гэтага Латуска, чалавека сістэмы там Лукашенко, да? Которому гэты Латушка, карифей сістэмы Лукашенко, дапамог стаць гэтым спікерам. Сначала Мельниковой, потом ему. Вот. И он тлумачыць беларусам, хто дыскрэдытуе дэмакратычныя сілы. Сябры, увага на экран. Бо ён распрастраняе сапраўдную дэзінфармацыю пра дэмакратычныя сілы, стварае атмасферу канфліктаў, працуе ў наратывах рэжыма Лукашэнкі. Ці не думаеце, што вы калі ў свой спіс уключаеце такіх людзей, зможаце паўтарыць шлях руху воля, блока воля ў мінулай каардынацыйнай радзе, якія прывялі за сабой Сергея Петрухіна, які пачаў рабіць сапраўды дэструктыўныя рэчы, то бок я не кажу, што ваш спіс дрэнны, я кажу пра тое, што на плячах людзей, якія ідуць з добрай матывацыі, вельмі часта прыходзяць людзі з вельмі негатыўнай матывацыяй і проста будуць спрабаваць дыскрэдытаваць як каардынацыйную раду, так і дэмакратычны рух.
Ну, и как вам? Как вам вот это? Ось, то есть, я ось, ну, думаю, да, ось чаго яго такога прыгожага, халёнага чынушку, чаго яго так трыгераць блогеры, два-тры блогера, якія зарабляюць себе на хлеб потам, кроўю. Вось, пакуль ён ходзіць там с этими латушкамі, с Кучынскімі на Реал Мадрид, вось, на всякие мерапрыемства, там фотки. Что его так Ты еще до триггерить? сих пор не понял? Не, ну, нет. Им нужны только те люди, которых они могут контролировать. Мы не контролируемые, потому что мы можем зарабатывать деньги сами. Нас Я, либо поддерживает аудитория, либо мы сами берем в руки лопату и начинаем, простите, шить, понимаешь? Вот. И поэтому, ну, то есть им надо только те люди, которых они будут контролировать, в том числе деньгами, поступлением денег. То есть такие как Беспалов и так далее и тому подобное. И а, те люди, которые могут сами что-то делать, они для них страшны, потому что они не могут им ничего сказать и заставить. Это тот момент, что да, они боятся нескольких людей. Это факт. Они нас ну, боятся, они я бы не ссутся, сказал, нет, нет, они я не думаю, что они послушай, боятся. Ну, они что им бояться? Ну, послушай, никто из них на дебаты даже не пойдет только по одной причине. Они боятся, они ссутся, потому что они понимают прекрасно, во-первых, что мы знаем информацию по ним, во-вторых, они прекрасно понимают, что у них рыльца в пушку, а в-третьих, они понимают, что если люди, ну, то есть если мы выйдем на более большое осеродье людей, да, то есть которые аудиторию нас новую? услышат, люди, да, аудиторию, то люди поймут, что это как его, с той стороны полный шлак, понимаешь? Вот и Так все. люди и так как бы понимают. Не, я просто к тому кажу, что я не думаю, что Сереж, яны там боятся, просто что им неприемно, что это их нет, нет, Сереж, они боятся. Они раздражняет. боятся, они ссутся. Это точно такие же сцикливые мрази, как и Лукашенко. Один в один. Что Ну, Лукашенко народа боится, что эти боятся народа. Что Лукашенко боится неподконтрольных, что эти боятся неподконтрольных. Они плоть от плоти. ну, просто что я хотел сказать, что если, ну, навошта вешать там, например, ярлыки, да, дискредитация, дезинформация, если Потому есть что факты, точно дай так же факты. действуют спецслужбы Лукашенко. Они первоначально навешивают ярлыки для того, чтобы другие люди нет. Ну вот, Сереж, ну вот ты ехал вместе с Виталиком, который сейчас у тебя находится. И тебе что человек сказал? На второй день после того, как его освободили, пришла, блин, мадам и сказала, с Петрухиным не общаться, с вирусом не общаться и так далее и тому подобное. Ты знаешь об этом прекрасно. Тебе этот человек прямо вот в лицо сказал, что это как его бывшим политическим заключенным приходят и приносят список, блядь, с кем общаться нельзя. Ну Сябры, ты начинаешь рассказывать, что... я паглядзеў гэты відос, вот, напісал Артёму запрашэнне на размову. Вось, написал это в чате КР, что, ну, навошта там заочно что-то казать. Если есть у вас факты, если вы меня обвинавашиваете в тым, что я деструктурирую дэмсілы, ну, мне гэта не падабаецца, мне нужны факты, давайте поразмаўляем. Не ведаю, что там будет. И там был прикольный комментарий в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал так само. Вось, Бумеранг написала: Латушка прывёў Мельнікаву ў КР, зрабіў яе сакратаркай, а зараз яго міньён пытае, чаму Коршунаў ідзе ў КР. Паблытаў берагі зусім. Во-первых, я тут тоже поправлю. Это как его, в КР Мельникову, точнее вообще Мельникову привел Щегельский, потому что глава фонда «Киберпартизан»
Беларуси Либерти являлась Мельникова. А все остальное правильно, да. То есть потом Латушка присоединился, и так далее и тому подобное. Киберпартизаны начали работать вместе с Латушко. Я об этом тоже в своих эфирах говорил еще, когда это произошло. Потом полк Костуся Калиновского частично тоже начал работать с Латушко для того, чтобы визы получать и через Польшу людей направлять. И бла-бла-бла-бла-бла. Но факт того, что Щегельский привел первоначально, а потом уже Латушка и так далее и тому подобное, неоспорим. Извините. Просто мне приходится чуть-чуть поправлять. Потому что в фонде Беларусь Либерти было 3 человека. Это Дмитрий Гельский, почему-то он Щегельский, Гельский на английском языке, просто Гельский. А дальше это как ее Мельникова и как ее представительница киберпартизана Шеметовец. Все. Ну, не, я просто хочу вось сябры звярнуць увагу. Ну, вы не думайте, я там не накидываю на себе пуха, да, но у меня вось такое пытанне ўзнікае. Ну, такое, оно рытарычнае, я не ведаю там ад каго пытаць адказа, напрыклад, да, якое ўвогуле маральнае права мае гэты былы чыноўнік Брухан выказвацца такім чынам у бок там Коршуна, мяне. Я не хочу там сказать, что мы там отсидели, что мы Потому там... что они безнаказанные. Ну, Понимаешь, в чем фишка? В том, что... кто им возразит? Давай по-хорошему. Им возразить может только ты, я и Коршунов. Ну, еще там Дима Американ Трак, да? Все. Кто им еще возразит? То есть он может врать сколько угодно, он может как угодно людей там посылать и так далее и тому подобное. Кто произведет расследование? Карпека, который их в жопу целует. Это Белобрысая, которая сейчас в Координационном совете, которая с Карпека работает в расследовательском центре. Да? Или кто еще? Кто вот Брухану скажет хотя бы что-то? Да они все ссут, блин. Потому что они все ссыкло. Не более, не менее того. Извини, Сереж, но по-хорошему, кто еще, кроме нас, может об этом сказать? Да не Он заводите. знает, что он может... я не завожусь. Он знает, что он может нас хоть матом покрыть, и никто ему ничего не скажет, потому что все язык в жопу засунули. Ну, не, я просто хочу... И это я не завожусь. Я Просто просто ты звертаю говоришь, увагу, я не звертаю увагу понимаю, глядачоў. как так? Вот так. Потому То что есть- нет ни института репутации, нет ни института ответственности. Они безответственны. Они людей тысячами сливали. На ЧКБ, на Гаюне, на этом, плане Перемога и так далее и тому Айхел. подобное. Не, Да, ну, не, ну, ответственность где? Ну, поэтому они, прости, сидят безответственно. не, И ну и вы- ответственности не будет, пока белорусский народ, пока наши люди в эмиграции не соберут и не начнут их закидывать помидорами за это все, ответственности не наступит. Вот завтра, если с тухлыми яйцами придет 40 человек на митинг, понимаешь, где они появятся и закидают их тухлыми яйцами, появится институт репутации. И каждый раз, когда они будут так делать, будут закидывать, появится институт репутации. Другого варианта нет. Но у нас есть одна маленькая проблема. У нас белорусы пока что даже с плакатами выйти не могут, и сказать свое фи, поэтому. не, Что я уже могут, могу могут. сделать? Я уже в следующий раз выйду. Хорошо, могут 10 человек. Остальные, говорят, что ай, зачем мне это, так далее, и тому подобное. Или там вирус, приедь в Польшу, с Украины, сделай себе визу, ввались $1000, а мы, может быть, потом выйдем после того, как выйдешь ты. Это вот реальность того, что того, что я читаю, вижу и так далее и тому подобное. Пока мы не сделаем институт репутации, пока
люди не начнут выходить против этого всего, оно так и будет. Они будут нас закидывать, тебя, меня. Завтра вот там, кто у нас там в чате, Березовый рай пишет, завтра узнают, кто это, блин. Они будут его точно так же поносить, понимаешь? Послезавтра еще кого-то. И если вы думаете, что это вас обойдет стороной, вы глубоко ошибаетесь, потому что вы где-то что-то не то, что понравится Брухану или бывшим ментам, которые бывшими только на бумажке, понимаешь? Вы что-то не понравитесь, послезавтра уже окажется, что вы агент КГБ, на вас какие-нибудь байполы найдут, блин, второй паспорт или еще какой-нибудь дребедень. Понимаете? И самое интересное, что все вот эти вот сливы, которые происходили, да, то есть до сих пор, я уже 1000 раз говорил, блин, база киберпартизан слита, ребята, блин. В базе киберпартизан находились, блин, менты долгое время. То есть менты в виде Азарова и компании, Жигари и всех остальных имели беспрепятственный доступ в базу киберпартизан и могли ее редактировать. Когда в один момент они начали выкачивать эту базу, киберпартизаны, блин, прикрыли им доступ, но уходя еще эти ментята, блин, там, извиняюсь за выражение, много чего наделали, и уходя, они снесли им таблицу разбиения, блин, информации. Киберпартизаны 3 месяца не могли из-за этого работать. Вот это вот реальность. И никто не знает об этом, о том, что, блин, киберпартизанов, блин, взломал Белпол, блин, Байпол, блин, понимаешь? Что в базах менты, это как его, тусовались долгое упорное время. Потому что киберпартизаны в свое время поверили Байполу, а Байпол зашел туда и просто там то, что надо, то поменял. И вот такие вот вещи, то есть, их блин, просто сотнями происходит. Но мы не можем ничего сделать, потому что институт репутации у нас не существует, и люди не готовы еще делать ничего. Есть вот десяток людей, то есть, которые готовы делать. Вот я вот смотрю, даже вот у тебя там по донатерам, там, Якушек, там, Василина, кто еще там еще сегодня донатил, и так далее и тому подобное. Они что-то делают. Они вот, это как его, пришли и делают так, чтобы ты мог там делать какую-то там хотя бы выпуски, да? Остальные что делают? Остальные, им это, хорошо, они пришли, они послушали нас, узнали инсайды, сказали, блин, по поводу того, что ай-яй-яй, как все плохо, и пошли сопли на кулак наматывать. Мы завтра проснулись, дальше пошли на работу, блин, у нас времени нету на то, чтобы, блин, делать нормальные расследования и заниматься всем этим делом. Вот это реальность. Не, ну да, Извините, факт. потому что пытанне пра грошы, пра празрыстасць это не наратывы Лукашенко, гэта не дэзінфармацыя. Вось. І пытанне пра тое, навошта каардынацыйная рада беларусам, якая ніякага уплыву не мае на сітуацыю ў Беларусі, якая гэта дыскрэдытацыя? Это яна ім патрэбна, каб яны ездзілі там на свае форумы і прасілі грошы. Так, ну што, давай пачытаем чат. Там яшчэ сябры вас чакае навіна. Я оставил ее на конец. Пра гэтага, пра чалавека, якому я прысвяціў эфір позаўчорашні, который якобы попал в ДТЗ. Вельмі інтарэсныя фактуры мне прыслалі па яму праз пару хвілін. Сябры, у нас мэта сёння у мяне сабраць 60 лайкаў, вось, нас 153 чалавека глядзіць, калі хтосьці забыў, паставце, калі ласка. Дякуй. Так, я прочитала интервью Вячеслава «Глубокий человечище». Один человек, столько вокруг добрых дел. Ставим эфир. У Чикаго диаспора годная, разумная, привитание. Вирус, как считаешь, почему Беленький испугался на эфир к Сергею? Да что он испугался? Я не думаю, что... Беленький не испугался. Ты уж мне вопрос задал. Как его? Беленький не испугался. Беленький я вообще не видел, чтобы он по эфирам ходил. То есть я не видел, чтобы он у кого-то выступал. Он выступает у себя на канале. И я не видел, чтобы он кого-то звал к себе в эфиры. Поэтому у него такой формат.
я не вижу здесь того, чтобы он испугался. Вот так. Ну, я тоже думаю, что он не это. Так, прывітанне ўсім. Так, я не видел, чтобы он куда-то ходил. Усё тут зразумела, Ціхановская. Так, Янушковская па Манько расследаванне зрабіла. Чалавек-невідзімка. Па Беларусі за 30 гадоў ніякіх сведак няма. Членцы, ёпта. Потому что он работал в России вместе с Рахманько, держали фирму, работали на «Газпром». Рахманько — это бывший глава БелЖД, которого Лукашенко начал преследовать, и он сбежал в России стал олигархом. Вот они вместе держали фирму, направленную на «Газпроме». Потом, там много чего было. И сын его с «Газпромом» был связан. И, короче, там... Я же все это публиковал, ребят, камон. Конечно, у него по Беларуси не будет следа, потому что он в России все это время провел. Дзіўна, што Шарэнда абяцала такую бурлівую дзейнасць, а з тае пары цішыня. Кстати, што ты думаеш пра Шарэнду? Ну, вось пра тое, што менавіта чалавек напісаў, Дэвідсон напісаў каментар. Что он там написал? Он написал, что абяцала бурлівую дзейнасць, а па факце цішыня. Я думаю, что ее настолько дискредитировали, что она сама не захотела дальше идти. Потому что ее там со всех сторон начали лупить. Ее начали лупить пропаганда. С ней же сделали целый... то есть там и озвучили, и видео сделали. То есть там... Честно говоря, я могу сказать так, что, наверное, человек просто понял, что не все так однозначно, да, то есть он, выйдя из тюрьмы, увидел много разных того, что происходит, да, и поняла, что, может быть, лучше не лезть в это. Знаешь, что вот я обратил внимание, да, звярнуў увагу, што яна, калі зрабіла камін-аут, да, што яна там падпісала паперу, і яна просто знікла, так? Но іншыя Она таварышы сразу же это сказала. сразу же, правильно, і Да. просто ее не стало. Ён просто нічога не робіць, так? Я лічу, то гэта сумленны паступак, то бок яна нешта адчувае, панімае, вось. Но іншыя спадары, да, которые зрабілі таксама не вельмі добрыя ўчынкі, спакойна сабе ходзяць па эфірам, па еўрарадыям, потокам і учаць беларусаў, як жыць. Ты понял, про кого я кажу? Мгм. Потому что у меня был недавно спор с человеком с земли, и он кажа, навошта ты там наезжаешь на гэтых с низким статусом? Я кажу, я ж не наезжаю, мне просто цікава, навошта іх... Да ладно, вот это как его, мы далеко ходить не будем. Вот сегодня вспоминали только Тоню Коновалову, да? Ага, она ж крыса была на зоне. И нормально. И нормально. И там и возле офиса Тихановской трется, и со Светой фотографируется, и так далее, и тому подобное. И она сама созналась, что то, что пропаганда опубликовала доносы, это она писала. Она сказала, у меня, видите ли, там отец в Беларуси был, поэтому мне надо было думать о нем, поэтому я стучала на зоне. с Коноваловой... все. И они, знаешь, и нормально они относятся к этому. Стукачка. Коновалова іншы калінкор. Коновалова не лезет в телевизор, а яны лезуць. Гэта важно. Здрасте, она не лезет в телевизор. Я не бачыў яе. Ты не бачыў, а я бачыў. А я бачыў, и мало того, что бачыў, так еще, когда она сидела и конкретно врала, и те вещи, которые делал я, к себе приписывала, я вообще офигел. Когда ее только, выпустили, она не вылазила из эфира. Так что, Сереж, тут
с фоточек не вылазит, в эфирах она была очень часто и так далее и тому подобное. Просто потом, когда поднялась тема по поводу того, что это крыса, она так просто чуть-чуть отошла в бок и села там где-то во главе какого-то там возле фондата. Понимаешь, все. Вот пошли хорошие комментарии. Ну, в смысле, все хорошие, но вот новые люди. Латуха, Брухан, Масловский и так далее просто лошары. А Франя молодец, красавчик. Появился после всех и замкнул все бабки на себя. Ну, как бы, я особо не в курсе, но выглядит как бы вонково, что так. Не, Нечто так а самое многовато. интересное, что его боты Франа, как говорят, кричат, что типа ты там участвовал, ты не участвовал в протестах. Так Вечерка не участвовал в протестах 2020 года. Он вообще за границей находился. Он не участвовал ни в предвыборной кампании, ни в протестах. Потом просто его через месяц после выборов прислали в Командировку. Литву. Все. Да. Командировку организовать борьбу. Ну, и Так. нормально. Все ништяк. Для всех все хорошо. Нешта многовато у нашай апазіцыі газпромаўцам. Можа, таму профіт ад нашай рэвалюцыі толькі Крэмля атрымаў, Віктор К. пытаецца. Ой, об этом я тоже 1000 раз говорил, что ребята, ну, это как и у нас выдавили сначала актив из Беларуси, а потом ввели в Беларусь танки, напали на Украину. Да, у нас Кремль и отрымал профит от того, что произошло. Полгода людей по улицам водили под камерами, просто светили актив, светили и выбрасывали со страны. Кому это надо было? Вышли и по домам? Реально? Ну, это смешно совершенно. Я не знаю, ну, насколько быть надо упоротым. Я знаю, что наши ребята вот сидели с дворовых активов, всего остального, они кричали матом на этого Протасевича. Ты что делаешь, ты людей, блин, на это светишь? А Протасевичу было все равно. А Протасевич людей в эти, как его, в коробки заводил. Глухие дворы. Молодец, Протасевич. А потом говорят, Протасевич не агент. Конечно, не агент. Просто от нечего делать людей, блин, в ловушки затаскивал. Хто знае, дзе муж Шаренды? Я его бачыў у Вільні полгоды тому. Думаю, что он там. Шаренда такая принципиальная, прошла через весь ужас, но мы ждали ее поддержки, а она, наша Брестская, очень хотели услышать слова поддержки, хотя бы заступилась бы за своего земляка, за Сергея. А если вы про мяне кажаце, то, ну, гэта лішняе. За мяне заступацца, мы тут сами адаб'емся. Это Хотели еще за нее потому надо что... заступаться, а не за нас. Так, ну што, сябры, тогда прыпынімся на каментарах. Зараз адсвечу я сваю апошнюю тэму. Пра эфір, Віталь, не ведаю, глядзеў ты, не глядзеў. Я цябе пытаўся праз Дмітра Канеўскага, вось, который нібыта трапіў у ДТЗ. Вось, дарожна-транспартную прыгоду. Не глядзеў. Ну, кароче, цікавы атрымаўся эфір. Вернее, то, што было пасля эфіра. Неверагодная сувязь. Столькі людзей напісала. Вот, карацей. Чалавек звярнуўся да мяне, кажа, слухай, Сярожа, сламаў я там 3 рабры, сламаў нагу. Вось, выганяе мяне гэты, ось, выганяе мяне хазяін з хаты, дапамагі, братуха, надо грошаў мне падсабраць. А Канеўскі, у яго знакамітая матуля. Яна, я яе асабіста, мусіць, не ведаў, но я ведаю, хто яна. Я побач стаяў з ёй, но мы з ней не знаёміліся. Я там как-то прыязджаў у Менск, они ходили до лукашыстаў, матулі 328, и я там подснимал немножко. И ввогуле я был там с ними звязаны. Вот. Ну, думаю, ну что, ну как, что, мне жалко ему дать эфир? Вось. Ну, и он вышел в эфир, поговорил, и после гэтага эфира піша мне, значит, чалавек. Вось. И кажа, что
Ён звяртаўся там ну да таго чалавека на Пасху карацей, да, вось, і прасіў грошы. Яму былі патрэбны грошы, каб проста аплаціць жытло. Вось, праз тое, што яму працадаўца там затрымлівае зарплату. Вось гэты чалавек, который мне сёння напісаў, прыслаў мне скрыны, прыслаў мне гукавыя паведамленні. Ну, я всё гэта спампануў. Вось, ты ж ведаеш, вот. Вот, дал 250 злотых, каб яго на вуліцу не выгналі. І ўвогуле я б всё равно, как бы там ни было, я хотел бы сказать усім людзям з адкрытымі сэрцайкамі вялікі дзякуй. То бок, мала ли как бывае ў жыцці, ведаеце, усім не верыць гэта дрэнна. Ну і, конечно, карыстацца чужой дабратой гэта таксама вельмі, вельмі херовая рэч. Вось. Вось. И, короче, этот человек посмотрел мой эфир и смотрит та же самая гісторыя, што ну, дай грошаў праз 1,5 тыдні, толькі ён уже з паламанымі робрамі, так. Вось, і вот з гэтай фоткай, што я паказваў вышэй. Робры, нага пашкоджаная, вось. У эфіры шмат хто звярнуў увагу з гледачоў. Зміцер выглядаў вельмі непераканаўча. Я задавал яму пытанне: а справачка ад лекараў ёсць? А протокольчик от паліцыянтаў ёсць? А конта, куда тебе грошы скидывать? Вось. А покажи ногу, кажу, которую ты показывал, да? Ну, которая у тебя была на Фейсбуке. А ён кажа, прикинь, кажа, а бандану сняли, и теперь все нормально. Я говорю, так покажи. А он говорит, надо типа штаны снимать. Я такой думаю, ну ладно, короче. Вот, сябры, короче. І вось гэты чалавек, значит, даслаў мне гэтую нагу. Сейчас я вам ее покажу. Вось, гэтая нага, яе хтосьці сламаў год таму назад. Бачыце, ось красным я выделил, да? Год таму назад гэтую нагу сламалі. Вось, гэтыя фоткі ёсць у інтэрнэце, да. То бок, ну, не ведаю, смешна, не смешна, ну, наколькі чалавек, гэты Зміцер ўсё ж такі, ну, не айс. Не айс. Ён выдаліў свой пост папярэдні, уже ў яго нічога няма. Вось гэты пост ён выдаліў. Вось, ну, канешне, асадачык, ну, так сабе. Значит, ну, і написала яшчэ шмат людзей, но один человек кажа, вось, можешь взять, значит, мой я с ним сидел в тюряге. И сейчас я вам поставлю, что он про Он яго кажа. Это распавядае у нас был ось ён. Да, ну, к сожалению, такой тип, вот, будучи там, я там как-то с Весной пообщался, так у меня Весна, типа, а вы знаете такого там Дмитрия Коневского? Ну, мне, типа, он просит ваш номер телефона. Я, типа, говорю, не надо никаких номеров давать, типа, этому челу. А это спрашивают, а можно узнать почему? Так я и рассказываю, говорю, да этот вот, ну, типа, голова это там надалживала этих, ну, сигарет, там, с долгами освободился, за 3 дня закрылся в ШИЗО, чтобы его просто тупо, ну, не отпиздили. Дмитрий Шувалов, он был у меня на интервью, вось, жыве ў Вільні. Потым еще там люди з Вільні мне писали, что он там денег наадалживал, этот Зміцер Каневскі. Вось, кто-то мне писал, навошта ты не чекаешь, зовешь к себе всяких хмырей непонятных. Ну, сябры, ну, я ж не Белпол, я ж не Байпол, как я прочекаю? Я просто дзякую Богу, да, что мне такая ёсць вішняк, дзеячка з Варшавы, да. Яна казала, што ён у цяжкім стане знаходзіцца, а я, карацей, запрасіў яго себе дамоў. І вось я толькі вельмі задаволены, што ў нас з ім лёс нашы пуці, ну, не перасёк. Я вельмі ўдзячны ўсім, хто мне напісаў з гэтымі фоткамі, з гэтымі пруфамі. Вось, там яшчэ з Вільнюса хлопцы, дзякуй вам, што вы там распавялі. Вось, ну, насамрэч дзіўна выглядае. Кажу, давай карту, ён кажа, карты нету. І кажа, зарабляю 10-12 польскіх злотых тысяч, да? Гэта, блин, 2,5 косаря. И что тебе эти 2,5 косаря вот так вот дают? Ну, такое себе. Другу на блик перечислите. Ну, короче,
Я яму дакладныя пытанні задаваў і людзей папярэдзіў, што я яго не ведаю, дачынення да яго не маю. Вось ягоны нумар я прыбраў, который был на блік, а ягоны аставіў тэлефон, званіце яму, як што, падтрымайце чалавека. Ну, а вообще, мама ў яго вельмі мужная жанчына. Ну, тое, што ён робіць, канешне, можа хтосьці скажа, навошта гэта рабіць? Ну, сябры, гэта цифровой адкрыты мір, нічога нельга схаваць, да? І потым, может быть, той чалавек, который ему дал 250 злотых, да, он просто подумает, ну, я лучше своим детям их дам, чем гэтаму проходимцу. Хотя некоторые же так помогают, у которых там, ну, обманывают, все равно помогу. Есть такие люди, шкадуюць усіх. Ну, а ты что думаешь, Віталь? Дарэчы, ён не палітычны Я, абсалютна, хаця палітвязнем ён прызнан. я считаю так, что ты просто дал свою площадку, а площадку ты имеешь право давать кому угодно и как угодно. Человек, ты сразу же предупредил, ты не знаешь человека и так далее и тому подобное. Какие к тебе могут быть претензии? Я не понимаю. Ну, то Не, есть, так не, я абсолютно не то, что там претензии. Я просто думаю, что если человеку реально то, что он говорит, не дай бог, я ему не дам эту площадку, что ему там не помогут, и он из-за этого потерпит. Я что ему, ну, не мог ничем помочь в плане денег, понимаешь? Серёж, он Вот. из-за этого не потерпит, из-за того, что ты площадку не дал. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что почему, ну, то есть, я не понимаю, я не понимаю тех людей, которые тебе писали там, типа, вот ты ему не должен был давать площадку. Ну да, хорошо, давайте скатимся до уровня нашей псевдооппозиции вместе с лукашизмом. Вот они тоже не дают никому никогда площадки, чтобы другие люди не говорили. Правильно? Правильно. Вот в итоге Ну, мы что маем, то маем. Ну, по-моему, мы это просто до их уровня скатимся сразу же. Ты согласен? да. Нет, я стопудово, да. Сябры, яшчэ вось хацеў вам паказаць одну фоточку, на якую я звярнуў увагу, тоже про координационную раду, да? Сейчас я поставлю выше, чтобы вот так, да? То есть Евген Караулов и Дашка Латушки 10 в Америке там делают какие-то, блины. Это яны поехали туды по каким-то палітычных справах координационной рады. Ось. Ну и я вось думаю, а, блядь, это не является вот вообще дискредитацией координационной рады, что ось, что они там делают, за какие бабки? И вообще вот вопрос, да, Брухану, Латушке, за кой хер они живут столькі год тут, у Европе? Яны ж будуюць дэмакратыю. У дэмакратыі людзі, которые атрымоўваюць грошы на палітычную дзейнасць, яны справаздачацца. І ввогуле палітыкі справаздачацца, за што яны атрымоўваюць грошы, куды яны іх трацяць. Ну, на што, як яны патрачаны. Вось. І ведаеце, вось для меня падобнага рода гэтыя фоткі там в Америку поехали, стаяць з этим флагом, такое уражанне, што дзецям далі забавки, и думаешь, блядь, так а зачем это вообще, навошта? Что это, блядь, такое? Люди смотрят с Беларуси на это, да? Блядь, всех посливали, короче, и какие-то Абба покупает квартиры, чиновники Лукашенко, вот я сегодня получил информацию, обещали скинуть мне, ливончики покупают квартиры, фонды эти колбасятся, работают, все, блин. И что, люди, что в Беларуси, что они, блин, дураки, что ли? Вот зачем это вообще как бы печатать? То бок они настолько тупые, что они печатают вот такое, то, что, ну, реально дискредитуе раду, а чамусьці кажуць ці бруханы, што раду дыскрэдытуюць людзі, якія задаюць пытанні трапныя пра празрыстасць, вось, пра давер, пра адказнасць. Ну, прыкра на это глядзець. Ну, а з іншага боку, да, дзе у каго яны вучацца? У каго яны вучацца? Конечно, яны вучацца у Светланы Георгіевны нашай дарагой. Ну, я так думаю. А Светлана Георгіевна жыве, как будто нічога не здарылася. Яна вось ходзіць на выставы да нашых музык.
Ну, это музыкантов. Это круто, конечно. Это круто. Сходить на выставку Довольского, ось, на концерт сходить к этим, кому я находила, Сереж, зараз я вам покажу. Э, Сереж, да, извини, пожалуйста, я сейчас просто тебя перебью. Я уже начинаю обрубаться очень сильно. Я хочу ответить на последний вопрос здесь из чата. И меня просто складывает. Я засыпаю прямо на ходу. Понимаешь? старичок, я тебе в следующий раз куплю этого энергетика Редбула. Надо тебе? Энергетик. Не, я просто сегодня с 6 утра работал и только пришел в 8 часов вечера. Старичок, Меня меня это вообще отрубило. как бы, ну, это твои проблемы, чувак. Ты не получишь гонорар Ну, от Трампа. интересно, откуда гонорар? От Усайда. Ну, вот здесь человек спрашивает как раз, вирус, если так рассуждать, как ты считаешь, Петрухин может ли давать эфир для белорусских неонацистов, да? Я хочу объяснить человеку, что вообще надо понимать, о чем ну, ты говоришь, да? То есть неонацизм — это не просто мнение, это идеология ненависти и насилия. И давать под это эфир значит легитимизировать это, простите, говно. Это не свобода слова, это прямая работа на распространение радикализма. Есть базовые вещи, которые нормальные люди не обсуждают и не продвигают. Дать эфир активисту, который просто активист, это одна ситуация. А неонацизм и так далее и тому подобное — это совершенно другая ситуация, и она не вписывается в идеологию, в том числе ни мою, не думаю, ни Сергея и немного кого еще. Поэтому статист, когда начинаешь передергивать, ты чуть-чуть другие, ну, то есть ты начинаешь очень сильно пытаться ам, уйти в какие-то очень радикальные движения, либо еще что-то в своих вопросах. Это говорит об одном. Ты очень часто пытаешься именно как-то сделать какую-то провокацию. Но эта провокация не имеет ничего общего к тем вещам, которые я говорил. У тебя так сразу же опа и на самое дно. Ну, такое дно, оно непробиваемое, простите. Спасибо каждому за то, что вы слушали. Сергей, извини еще раз, просто реально засыпаю. Все, Вот. давай. И Кажи, живи Беларусь. живи Беларусь, слава Украине, вместе победим. Вот. И надеюсь, на следующей неделе буду более в состоянии высидеть. Ну, мы уже 1,5 часа высидели. Или сколько? Сколько там эфира прошло? Полтора. Часа 1,5? Ну, Полторачку. ну все. Извините, ребят, просто реально я слушаю Сергея, и я отъезжаю. Меня спать уже просто это клонит. Спасибо, Сергей, тебе за эфир. Было очень приятно. Все, Всем давай, пока. давай, не тирайся. Слава Украине, живи Беларусь. Боже, храни Америку. Героям слава, живи вечно. Давай, пакуль. Сябры, ну, а я-то что? Я-то, у адрознення ад віруса, сегодня не працаваў. Ну, в смысле, працаваў над іншымі рэчамі. Я вам покажу, што я зрабіў. Зраблю анонсік. Вось, не доказаў я вось вам про тое, што вот эти светские хроники, ну, блин, ну, такое себе. Ну, для меня вось гэта і ёсць дыскрэдытацыя. Ходзіце вы на гэтыя канцэрты, бля, хадзіце, но показывать пир во время чумы, когда там шматольки посливали столько людей там садят, ну, для меня такое гэта сабе. Вот, поставим сейчас чатик тут такой, прикольненько. Как вам моя заставочка, сябры? Каньоновая. Подогнали мне ребята. Так, ну что, почитаем комментарии. У меня еще будет анонс того, что я сделал. Так, сейчас тогда уже, сябры, усё роўна. Наш эфир падыходзіць к концу. Ось, таму я запрашаю вас подписываться на
телеграм-канал "Народный репортер", там інфармацыя бывает, калі час ёсць, я вообще нормально луплю. Вось. І калі вы не то, сарян. І калі вы, даглядзелі да гэтага часу, да, і, значыць, вам са мной нармальна, паставьте яшчэ, калі ласка, пару лайкаў. Вось. Ну і можаце мяне пачаставаць кубачкам кавы виртуальным, так, на кофе там Planning, как он называется. Так, ну, а я, паважанае гаспадарства, хочу вам поставить один видосик. Я зараз, он маленький будзе, минутка, он будзе у якасці рэкламы, так? Того, што я зараз раблю вельмі вялікую працу, которая мне вельмі падабаецца. Я хочу пазнаёміць вас з працай НКО, з працай фундацый, якія бяруць грошы, вось, для беларусаў. І што з гэтым адбываецца? Першыя мои, скажем так, исследуемые, да, это ЦБС. ЦБС. Знаете, да, ЦБС — это вось та организация, где працуе дачка Добровольского. Аліна Коўшык так мае там дачыненне вельмі цеснае да гэтай фундацыі, да, нават рэкламавала, каб скидывали по 1,5% им. Я нічога не хочу сказать, вы только не подумайте, что я там типа хочу нешта там накопать супраць іх. Не. Потому что моя мэта показать вам, як гэта працуе, каб вы самі зрабілі высновы, тому что по вялікаму рахунку, по закону там усё добра. Но мне также хотелось бы ведаць, каб і польскія падаткаплацельшчыкі, якія прымаюць удзел у фінансаванні гэтай структуры, ведалі, на што яны выдатковваюць деньги. Потому что то, что заявлено у публічных справаздачах гэтых, в смысле, у дзейнасці, да, у дзейнасці ЦБС, яно, ну, как бы не адпавядае рэзультатам. І ў гэтым ёсць вялікія пытанні. Ну, а зараз, сябры, хвіліначку, відосик. Да, ну, к сожалению, такой Найвышэйшае адзінкавае месячнае ўзнагароджванне работніка або чалавека на дамове складала 27 787 злотых брутта. Гэта прыкладна 6,5 тысяч еўра на месяц. Што гэта значыць простымі словамі? Гэта значыць, што ўнутры гэтай структуры былі не толькі вялікія агульныя выплаты за год, але і даволі высокія асобныя месячныя выплаты. Сам па сябе гэты факт яшчэ не даказвае аніякага парушэння. У такіх структурах сапраўды могуць быць дарагія спецыялісты, кіраўнікі праектаў, юрысты, кансультанты. Але для звычайнага простага чалавека тут узнікае абсалютна нармальнае пытанне. За якую канкрэтна працу плацілі такія сумы? І як гэта тлумачыцца структурай праектаў? Сябры, гэта інфармацыя, яна ёсць у адкрытых крыніцах, і я што хочу вам прапанаваць. Вы падтрымалі незалежную журналістыку. Вось, подпишитесь там на мой Patreon, я там выклаў 2 часткі. Подпишитесь, станьце спонсорам на там ввогуле $0,50 каштуе на YouTube канале. Вось, я абавязкова гэта зраблю агульнадаступным. Вось. Ну, праз некаторы час, таму што я хочу зрабіць целиком кіно. Вось, а зараз я выкладваю часткамі, і если у вас ёсць жаданне і магчымасць мне дапамагчы для развіцця незалежнай журналістыкі, то я вас запрашаю. Вось. Калі ёсць у вас нейкія іншыя магчымасці, у меня все написано у опісанні да відэа Patreon, Revolut, вось, кава, вось, ну і гэта. Ну, на гэтым будзем, так, мне все, я на все пытанні адказаў.
Так, тут вирусу ставим подобайки. Да, сябры, если кто забыл поставить подобайку, поставьте, коли ласка. В Новой Беларуси будущего гребаные нарративы недемократических сил. Да, это страшно, это реально страшно. Кстати, сябры, я зарегистрировался на сустрэчу беларусов мира. Вот мне цікаво, пустят меня туда или нет. Вы ж памятаете, як со мной зрабілі на празднике демокрации? Вось, ну я поеду. Поеду у любом. Так, я вообще не знаю белорусских неонацистов, а кто там неонацисты? Да, кстати, было бы цікаво узнать. Потому что я вам скажу, что в принципе я, блин, неонацист. Что-то я туплю. Я вроде бы и выспался нормально. Ну, с любым человеком я б, ну, размаўляў бы, там никаких пытанняў. Просто что вы вкладываете под неонацистов? Георгиевна наслаждается житьем. Выставка ноготочки. Кстати, на той сустрэчы, да, когда была сустрэча беларусов мира, когда я там Светлане Георгиевне задавал пытанне, там ведущим Мицкевич или Мацкевич, это Дмитрий, этот борец, да, который там ведет двубой, там были пытанні з зала, да, гадзіна ім адвадзілася, но пытанні настолькі не спадабаліся латушкам и Светлане Георгиевне, что он сократил время, он уже видел, что все критично, да, их там заваливают пытаннями, и на 15 минут скоротил, значыць, гэты час, который был у рэгламенце закладзены. Это я кажу просто про дэмакрацыю. Гэта записано у меня на відэа, і таму як бы, ну, я лічу патрэбным гэта зараз сказаць. І потым Светлана Георгиевна пошла на канцэрт на Бэнд, яе любимая группа. Вось, то бок паламалі рэгламент, чтобы Светлана Георгиевна пошла на концерт. Блядь, ну, нахер, ну вот, ну, за что люди сидели? Чтоб Сярожык там яе атрымаў візу и поехал у Америку, а все астатнія атрымоўваюць по году, по полтора. Так, у РБ завозять ЯЗ. Мгм. Французы вучацца на РБ свае адпаведныя бомбы скидывать, а іх пячэнькі. Усов выказаў думку, што гранты на палітычную працу толькі шкодзяць, грошы на гуманітарку, ока на палітыку толькі. Да, конечно, я цалкам согласен. Я уже выказывал свое меркаванне, может быть, не таким разумным языком, як Усов. Я лічу, што на грантах ніякую рэвалюцыю не зробіш, таму што вы бачыце яскравыя прыклады, вот эти все, ну, Лебедько, Губаревич, вот они 30 лет, они борются, да, и что они? Они себе как бы делают нормальную жизнь. Этот чувак Губаревич там на яхте на права сдает, понимаете, да? Ось, нет, я думаю, что нет. На гуманитарку ок, вот, на политику нет. Ну что вот эту Свету взять, аж этих Франника взять. Вы же просто видите, это взять координационную раду. Это просто кучка индивидуумов, которые, користаючися сложившейся ситуацией, как бы греют руки, зарабатывают на этом политичный капитал, финансовый капитал, какие-то гранты берут, им вообще все ровно. И вось гэты хлопец, который учора был, вось, ну, блин, ну там смотреть, конечно, 2 часа, ну его нафиг, но он говорит, если это мне не интересно, мне и белорусам, он не говорит про Беларусь, ни про что он национальное, вот мне вот это должно быть интересно, тогда я буду делать, ему. А кто он такой? Идеолог. И Белый не слился с беседы, мне просто не ответили, и я не с Белым разговаривал, поэтому я не могу сказать, что он там слился. Я б как бы вообще так не говорил. Меня больше интересует Артем Брухан, потому что он публично, в публичном поле сказал про меня неправду, и мне вот с ним бы хотелось больше поговорить, чем с Беленьким, потому что Беленького я вообще, вот честно, я ж не был в политике там до 2020 года. Я знал только Лебедьку, знал там Садкевича, а Беленького я не знал. Поздняка, конечно, знал. Вот. Так, ну што, сябры, тады будзем развітвацца. Дзякуй вам вялікі за эфир. Жалко, что не добрали мы сегодня 60 лайкосов, да. Вось, но 49 уже мы почти приблизились.
Вот, сегодня, короче, дружок мой, который не хочет в Беларусь возвращаться, ходил сегодня на съемки фильма. Дали ему, короче, там ставку такую, он играл какого-то там охранника-мафиози. Дали ему там 300 злотых ставку на 3 дня, короче. Он, ну так, погнал там, прикольно. Вот, я просто говорю, что там ставки такие по 100 злотых, да, вот я обычно хожу. А ему сразу так пошастило, что будет больше. Все, сябры, тады жыве Беларусь, слава Украіне. Дзякуй, што вы былі сёння. Дзякуй вам за донаты вялікія. Дзякуй вам за актыўнасць, за пытанні. Жадаю вам усяго самага найлепшага. Любіце сябе, беражыце сваіх любімых людзей. Вось, беражыце моманты, якія у вас ёсць хорошыя у цяперашнім часе. Што будзе далей, невядома, но магчыма, усё будзе добра. Да, так, да, я бы сейчас еще песню поставлю тогда, ну, чтобы уже было вообще как у профессионала, да. Так, ставим песню вот эту. Чик. До побольшения. Живи Беларусь, Боже, храни Америку. Слава Украине! Ён не з офіса, ён з двару, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выйне, а ты вярнуся, значыць яшчэ не перамуся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанні людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой! Ціснули страхом і турмой, але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто був і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!